Визит российского посла в законодательный орган республики обозначает переход от диалога в практическую плоскость. В стенах Народного собрания стороны перешли к обсуждению конкретных направлений работы. Парламентарии высоко оценили управленческий опыт Вячеслава Гладкова на прежних государственных постах и выразили уверенность, что его профессионализм придаст дополнительный импульс российско-абхазским отношениям. Много о вас рассказывали, что вы человек справедливый, честный, мужественный. Мы очень рады, что именно такой человек сегодня стал послом Российской Федерации в Республике Абхазия. Уверены в том, что все эти качества помогут вам в работе в качестве посла и, конечно же, будут приумножать и, дополнительно уровень российско-абхазских отношений, собственно, то, чем занимались все ваши предшественники. В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития межпарламентского взаимодействия. На сегодняшний день договорно-правовая база между Российской Федерацией и Республикой Абхазия насчитывает более 130 межправительственных и межведомственных соглашений. Продолжается плановая реализация программы по гармонизации законодательства двух государств. Вячеслав Гладков подчеркнул необходимость поддержания устойчивого диалога со всеми ветвями власти для эффективного применения принятых нормативно-правовых актов. Два направления, они для меня важны. Познакомиться, да, затем проговорить, услышать от вас, в чем на сегодняшний день, с вашей точки зрения, является наиболее актуальным, что мы должны поставить в первую очередь на повестку взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, выстроить план работы и начать поэтапно работать. Акцентировал свое внимание Вячеслав Гладков на вопросах сохранения общих исторических ценностей, а также патриотическом воспитании молодежи. Российская сторона выступила с инициативой расширения формата культурно-просветительских и гуманитарных проектов, направленных на укрепление связей между поколениями. 2 дня назад подошел мужчина, говорит, отец воевал во время Великой Отечественной войны, вот, к сожалению, ушел, но не хватает вот этого общения, чтобы осталась гордость за победу в Великой войне. И привыкли всегда к очень активной обсуждению тематики Великой Отечественной войны, как мы с вами сформированы, в принципе, да? То есть наши, конечно, мы все одинаковые. Вот. И у нас у всех дедушки и бабушки воевали. И он говорит, может быть, подумаем, как нам сейчас, чтобы то, что у нас всегда, это общение нам передать нужно. Если у нас-то оно осталось, и его у нас уже не отнять, как нам его сохранить и развить уже у наших детей и внуков. Да, как с российской стороны, так и с абхазской. И мне кажется, мне так понравился этот вопрос, он чисто такой человеческий, правильный. И с очень большим глубоким смыслом захода в будущее. Поэтому уверен, что и по этим вопросам, а их же механизмов много. Встречи в школах, просмотры фильмов, на которых мы сами с вами выросли, книги. По словам Гладкова, реальную основу межгосударственных отношений составляют простые человеческие связи. Он подчеркнул, за официальным протоколом всегда стоят конкретные судьбы и взаимная поддержка. В качестве примера дипломат привел историю из Белгорода. Перед его отъездом в Абхазию обычная семейная пара из республики, продававшая фрукты на местном рынке, узнав посла, предложила ему свое жилье в Сухуме. По мнению главы российской дипмиссии, именно такая душевность и сопричастность объединяют народы Абхазии и России. Мы с женой покупали фрукты на рынке в Белгороде. Когда уже решение принято, уезжали, оказалось, что люди, которые нам продавали из Абхазии, Ничего себе. Да. Они начали переживать, говорят, Вячеслав Владимирович, давайте у нас там дом находится, мы вам дома дадим, будете у нас жить. Здесь уже подошел мужчина, говорит, Вячеслав Владимирович, мы жили в 50-м, вы в 56-м доме по Белгородскому проспекту, мы жили в 50-м. И, то есть, какая бы страна небольшая ни была Россия, каким бы независимыми ни были наша Российская Федерация, Республика Абхазия, народ по большому счету, все близкие. Память о прошлом и переживание за будущее наших детей, оно точно нас объединяет. Хотелось бы, чтобы мы на самых таких простых, понятных вещах наши
взаимодействие только усиливали. А когда мы будем решать простые вещи, да, мы будем потихонечку и разговаривать о сложном. Потому что там быстро принятие решения все равно не нужно. Вот пообсуждать, посмотреть. Вот должна быть динамика. Во взаимоотношениях должен быть диалог. Слава Богу, что он есть. В Народном собрании подчеркнули, что подобный человеческий подход и глубокое понимание контекста задают правильный тон всей дальнейшей работе. Депутаты позитивно оценили первые шаги дипломата и его стремление к открытому обсуждению любых вопросов. Аккурат после процедуры вручения верительных грамот прошла встреча с политическими силами различными, в том числе и оппозиционными, и этот сигнал тоже был позитивно воспринят нашим обществом. Я думаю, что если мы будем выстраивать внутри, это и наша задача, прежде всего, здоровый диалог, я думаю, что много задач у нас совместно будет реализовано. Встреча в парламенте подтвердила, что основной вектор российско-абхазских отношений, укрепление межпарламентских связей, реализация совместных проектов будут строиться на основе взаимного уважения, доверия и конструктивного диалога. Марьяна Котова, Сасрык Вагухава, Абаза ТВ.